Или, попробуй вот, поставить. не, вот вам интереснее ингушам. Вот как ты считаешь, если Украина будет вооружать Ингушетию для того, чтобы ингуши отбили свой законный город Буро? Почему это их законный город? Ну да, потому что Буро, который Сталин отдал, потом Владикавказ, да, назвал, это город ингушей, земля ингушей. Кавказ это город ингушей? Да, это город ингушей. Вы изгнали их вместе со Сталином в 40-х и в 92-м-93-м. Знали, как его основали, хоть знаешь, в каком году? Еще раз, Когда смотри, даже- как ты считаешь, да, может ли США поставлять ингушам оружие? Нет, почему? Не А почему? А вот они, ингушские повстанцы, да, вот, от Магаса до Буро. Я тебе еще раз говорю. Как минимум, смотри, любой регион имеет право на самоопределение. Ну так вот хорошо, смотри, Чечня самоопределилась? Нет. Чечня самоопределилась? Да, когда выгнали всех русских, и там появились бои. Подожди, ну смотри, нет, Чечня провозгласила независимость еще в 91 году, да, все. Да, почему Россия напала на Чечню? В 94-м. Так вот смотри, я тебе вот что скажу. Сейчас ты видел, что происходит в Сирии? Я видел. Да. Я скажу так, вам, ребята, в Осетии пора уже собирать манатки и где-то готовиться к выходу. Я сказал, смотри почему. Потому что сейчас после Сирии, да, сейчас, когда Россию выбьют из Сирии, с Ираном, да, дальше пойдет Кавказ. Ты не можешь не видеть, как исламский фундаментализм проникает на Кавказ. Да. Дагестан, Чечня, это уже не та Дагестан, Чечня, которые были в постсоветском пространстве, где были светские люди. Да. Сейчас, и ты видел, как после перестрелки в этом Вайлдберрис, как в Магасе, в Ингушетии встречали погибших? Видел? Я это не видел. Видел, да. Так вот, Чечня... Я говорю, Смотри, я не знаю, что там. да, Чечня, так же, как вот режим Асада держался, а потом раз, и все схлопнулось. Все, сейчас он Алеппо попало, и дальше все падает, да, уже в Дамаске перестрелки. То же самое будет и с Россией, да. Так же, как Российская империя рухнула, Советский Союз рухнул один день, в один день рухнет вся система безопасности Российской Федерации. Потому что, смотри, когда Пригожин шел на Москву, все застыли и ждали, чем закончится. То же самое будет, когда в России начнется вот этот движ, да, и тогда Чечня, да, Дагестан, Ингушетия и так дальше. А вот Кавказ всполыхнет, это однозначно, да, и там будет день справедливости. И я скажу так, мы, украинцы, должны помогать братьям ингушам и братьям чеченцам на восстановление исторической справедливости. Да. Город Владикавказ, да, оккупированный ингушский город Буро, должен быть освобожден. Да? Раз вы лезете воевать в Украину, да, украинцев, поставляете там оружие, мы будем поддерживать, и это я тебе серьезно говорю, да, будем поддерживать на всех уровнях чеченцев, будем поддерживать ингушей, да, потому что восстановление исторической справедливости и, скажем, падение всех Российской Федерации на Кавказе должно утвердиться. Да? Все, ермоловские времена закончились. Теперь на Кавказе, да, уже не федеральные силы, да, имеют основное значение, а уже имеют исламские, по сути, частные армии. Да. Уже у Кадырова своя армия. Кадыров копытнется, придет после него нормальный полевой командир. Вот, как Дудаев. Дудаев был тоже, был просто советским генералом, а потом хоп, и движ пошел. Так и тут. Ну, это такое. Я думаю, что осетинский вопрос будет решен очень быстро. Там еще грузины. Хорошо, теперь давай. Смотри, я у тебя спрошу. Грузины со своей стороны освободят регион Самочабло. Так что все. Я теперь отвечу. Давай. Ты говоришь, что Сталин передал там Ингушетии Владикавказ, правильно? Да. Ты знаешь, в каком году? Не Ингушетии, а этой вашей... Осетии передал, да. Ну, да. то, что ты говоришь, что это был ингушский город, правильно? Ну, там жили пригородный район, жили ингуши испокон веков. Из каких веков они там жили? Испокон веков жили там. Ты про аланов, сарматов, скифов, может, что-нибудь слышал, нет? Авары, сарматы, скифы, ты эти басни себе закинь, короче, куда-то туда. Смотри, вы откуда пришли? Вы из Ирана пришли, правда? Так, хорошо.
Ну, вы, Да я не договорил. Ты... ну, согласен, вы на Кавказе пришли. Вы не автохтоны на Кавказе. Так, хорошо. Ну, правда? Да, хорошо. Да. Теперь я Вы пришли скажу, откуда-то да? с Иранского Нагорья, да. Так, хорошо. А Владикавказ, когда был основан, ты хоть знаешь? Прежде чем говорить, Вообще, что смотри, от вообще людей все забрали. равно, когда, кто основан, вообще это уже всем плевать, смотри. Всем плевать, что когда было основано. В составе России была намного первее, чем Ингушетия, чем Вот, ее это все, территория. смотри, вообще Нет, все. подожди. Да. Подожди, нет, ты говоришь на историческую справедливость. В 1774 году Осетия присоединилась в состав Российской империи добровольно. И в Еще раз. 1984 на территории Осетии основали Владикавказ. Причем Все, тут супер, Ингушетия. супер, смотри, я тебе честно скажу, нам плевать, что там когда основали, да, что там, кто первый вошел в Российскую империю. Мы считаем, да, что Владикавказ исконно ингушский город, Буро. Все. Это точка. Это ты Да. Прими, Я да, тебе сейчас да, объясню. прими эту новую геополитическую реальность. Да. Неважно, что там было, да. Все. Это исконно Владикавказ изначально был ингушский. Жаль только Всё. за... Его просто Сталин подарил этим, как это, потому что Сталин был осетином, да, по маме, и он взял Осетию и подарил Владикавказ. Вот и все. Смотри, я тебе еще раз говорю, ты это от кого услышал? От какого-то пропагандиста, еще откуда? Ты можешь Не, мне почему? Это есть. Так вот, посмотри историю, да. Реально, Сталин подарил, как они, подарил этому осетинам Владикавказ. Все четко. осетинам Владикавказ кто дарил? Ее вообще Да. изначально... Смотри, давай так. Как вы осетины есть, дигорцы, иронцы. Что означает иронцы? Иронец, осетинский это. А почему иронцы? В смысле, почему иронцы? Потому что из Ирана вы пришли. Вы пришли на территорию... Давай, вы пришли на территорию, которую сейчас оккупировали. Потому что аланы были кочевники, и что, какая разница? Ну вот, Наши да, предки вот были кочевниками. смотри, вот теперь, короче, да, получается, будет восстановлена историческая справедливость. Вас откачуют назад на Иранское Нагорье. Вот там нормально. Вы же смотри, вы ж народ... Историческая справедливость, да? Да. Давай тогда посмотрим на территорию Украины. От кого они все достались? А Большинство. вообще, да, Сталин, да, нам подарил Сталин и Ленин. Все, супер. А при чем тут Сталин и Ленин? А все, а теперь смотри, суть в том, что сейчас мы действуем по праву сильного. Мы с Америкой, с США, да, вот я сейчас в Америке, да, мы поддерживаем Украину. И все. США сверхдержава, США гарантирует Украине ее территориальную целостность. Россия не может гарантировать Асаду территориальную целостность, Сирия, и не сможет гарантировать вам. Все. Все, теперь, значит, 20% территории Украины это территориальная Смотри, целостность. еще раз смотри, реально мы сейчас уже захватываем Курскую область, понимаешь? Все, вы уже ничего не можете сделать. В Курской области, хорошо. Да, Смотри, вы ничего не можете сделать. Смотри, все, мы Украине поставляем ракеты, мы разрешили Украине бить нашими американскими ракетами по территории Российской Федерации. И все. И вы ничего не можете сделать. Поэтому смотри, смирись. Ты смирись. С твоим Владикавказом будет так же, как с Алеппо. Да? Реально, армия освобождения Кавказа, да, возьмет Владикавказ за 3 дня. Вот посмотришь мою... Владикавказ, так как Алеппо за 3 дня взяли, так возьмут Владикавказ, да. Это очень... Вообще, от Чечни и Ингушетии до Владикавказа, короче, блин, за полдня типа доехать. Все. ну что, да, хорошо. Да. Ну ты скажешь, смотри. А что вы сделаете? Смотри, вы держитесь только на московских штыках. Как только не станет московских штыков... Скажи, пожалуйста. На московских штыках, да, на московских силовых структурах, все. Смотри, как только не станет федеральной поддержки, да, вы ж поубегаете все. Вы ж 1 на 1 против осетин не выстоите, против ингушей. Ты уверен? Да, когда в 90-х годах что вы делали, да? Шла российская армия, отгоняла ингушей, а вы шли за ними, полили ихние дома. Сейчас. Смотри, в 90-х, да, когда российская армия, да, шла и разгоняла ингушей, а вы шли, сжигали ихние дома, полили ихних жен и детей, да? Ты что вообще за сказки рассказываешь? Почитай. Почитай. Ну тебе Вот мозги нормально так. Нет. Теперь смотри, и мы Америка, да, мы поддерживаем ингушский народ в восстановлении его исторической справедливости. И что ты сделаешь теперь?